Вуз распахнул свои двери, чтобы показать все, на что способен, и началось все с главной сцены, где будущих студентов ждала встреча с теми, кто возглавляет факультеты. Многие из вас, я надеюсь, я уверен в этом, в будущем изберут в качестве для продолжения своей образовательной деятельности именно наш университет. Мы рады представить вам филологический факультет, представить уникальные программы обучения, окунуть вас в студенческую жизнь, насыщенную. На нашем факультете 4 кафедры. Кафедра русского языка, кафедра русской зарубежной литературы, кафедра ингушского языка и кафедра ингушской литературы и фольклора. В этом году у нас открылось новое направление, профиль журналистики. Так что мы готовим будущих журналистов. После общего собрания начинается самое интересное – путешествие по факультетам. Коридоры университета превратились в яркие выставочные галереи. Для гостей организованы стильные фотозоны. На каждом маршруте ждут угощения, чтобы силы для новых открытий не иссякали. На 3-м этаже, где базируется юридический факультет, уже вовсю идет работа по раскрытию преступлений. Школьникам наглядно демонстрируют, как снимают отпечатки пальцев. Один из основных методов криминалистики. Но это лишь разминка. В учебных аудиториях проходят игры и викторины. Здесь, к примеру, прямо сейчас решается судьба человека, пусть и в рамках учебного процесса. Студенты старших курсов проводят для школьников полноценную имитацию судебного заседания от прений сторон до вынесения приговора. Именно так, через погружение, юрфак ИНГУ готовит будущих высококлассных правоведов. Суд переходит к судебному следствию. Слово для оглашения обвинительного заключения предоставляется государственному обвинителю. Хороший учитель – это еще и талантливый режиссер детского интереса. На этом мастер-классе школьники, мечтающие о карьере педагога, пробуют себя в новой роли – не ученика, а организатора учебной игры. Как заинтересовать целый класс, как объяснить сложное просто. Ответы здесь, в прямом взаимодействии с методиками, которые уже завтра они смогут применить в своей первой учительской практике. Тут хотят показать, что формат обучения должен быть, детей будут не заставлять этому, а более в игровой форме, чтобы детям было увлекательно и интересно. Вот я бы, будучи педагогом, использовала бы это. А литература может быть не просто чтением, а захватывающим детективным расследованием. Филологи ИНГУ превратили классику в квест, где по деталям и описаниям нужно угадать произведение. Такого урока в школе точно не было. Следующее дело вы точно должны знать. И доктор Ватсон, и зрители. Это дело о самоубийстве молодой женщины в провинциальном городе. Обстоятельства банальны. Неразделенная любовь, деспотичная свекровь, безвольный супруг. Но вникните в детали. Не было ли это убийством, растянутым во времени? Главную роль здесь играют погодные условия, оказавшие влияние на жертву. Погода? Вы имеете в виду грозу? Вот так, переходя с этажа на этаж от криминалистики к педагогическим играм и литературным расследованиям, школьники за несколько часов получают полное и, что самое главное, ощутимое представление о профессиях. Это не сухие цифры приемной кампании, а живой диалог, после которого выбор сделать гораздо проще. Хадиджа Ивлоева, Молот Кирия Ахильгов, Магаз 24.